Уважаемые друзья, добрый вечер уже. Сегодня у нас понедельник, 24 января, время 17:15. Сегодня я бы хотел записать видео вот о чем. С утра Алмаз Адам Саткалиев, глава Самрук-Казана, которому президент пригрозил на прошлой неделе на встрече с бизнесом, что если он не реформирует качественно этот холдинг Самрук-Казана, то он сам, Саткалиев, вместе с этим холдингом канут в небытие, я цитирую. Теперь сегодня, вот понедельник, Алмаз Адам Саткалиев вернулся на Facebook. До этого мы ему нужны не были. Что с нами было обсуждать? Но после угрозы президента он обращается к обществу через социальные сети, через Facebook о том, что они готовы реформировать систему закупок, готовы сократить численность Самрук-Казана, готовы выслушать бизнес-сообщество. На 26-й они назначают слушание. И вот сейчас мы видим новость о том, что они сократили численность головного холдинга с 200 бардеми до 124. И сократили правление или совет директоров там тоже в 2 раза, с 10 до 5. И он думает, что тем самым проблема решена, по всей видимости. Я что хочу сказать. Это, во-первых, похоже на торг. Давайте мы половину сократим, только вы оставьте нам нашу функцию. Так дело в том-то и дело, что не в количестве сотрудников или членов совета директоров. Это абсолютно не важно для экономики. Я попытаюсь объяснить на пальцах. Нам какая разница, сколько было сотрудников или членов правления в ТО РОП? Самая главная функция этого предприятия в экономике, что они делали? Они были монополистами по сбору этих платежей утилизационных. Нам какая разница, хоть там 1 человек сидит, хоть 10, хоть 1000 человек сидит. Разница не в этом. Нам сколько они зарплату получают, это мизер, это вообще для экономики не важно. Важно, какую функцию выполняла ТО РОП. Теперь поставили другое предприятие, но сейчас не об этом. Вернемся к Самрук-Казана. Я для примера привел ТО РОП. Поэтому сколько членов совета директоров в этом Самрук-Казана, сколько там в этом головном холдинге работает человек, 200 или 100, это для экономики абсолютно безразлично. Самая важная функция, этот холдинг, он является ненужной прокладкой между естественными монополиями, национальными компаниями и правительством. Правительство не имеет рычагов управления этими государственными национальными компаниями, монополистами. Все упирается в этот холдинг, в этот совет директоров, который возглавляет прежний президент Назарбаев. Мы не видим поэтому, что там внутри. То есть специальный закон, который даже запрещает проверять этот холдинг. И самое, что главное, этот холдинг, все компании, туда же ведь не только национальные компании, естественные монополии входят, там же сотни, а то и тысячи компаний квазигосударственных. Кстати, квазигосударственные — это неправильный термин, нет такого термина в мире, это государственные компании. Так вот, эти тысячи государственных компаний, они занимают место в экономике, где должен был быть частный сектор. Если мы эти государственные компании не уберем из экономики, у нас не будут появляться новые рабочие места, не будут у нас появляться частные компании, не будет у нас конкуренции. Мы тогда никогда не победим безработицу в стране. Вот ведь о чем речь идет. Какая разница, эту функцию может выполнять 1 человек в этом холдинге, 1, 100 человек, 10 человек, это абсолютно безразлично. Главное, что нацкомпании должны напрямую подчиняться своим профильным министерствам. Например, Казатомпром должен подчиняться Министерству энергетики, как и Казмунайгаз, и Казтрансгаз, например. Казахстан Темиржолы должен подчиняться Минтранскому, к Министерству транспорта, например.
КИГОК должен тоже подчиняться Министерству энергетики. И тогда эти министерства, министры, они будут отвечать за ситуацию в этой компании, напрямую будут требовать отчетности и так далее. Сейчас они не могут этого делать. Это все через вот этот холдинг делается. Это как государство в государстве на сегодняшний день. И самое главное, дивиденды этих нацкомпаний, они в предлагаемой моей конструкции, они будут сразу попадать в бюджет, а не в этот совет директоров, в этот холдинг. У нас ежегодно 900-1 триллион тенге не выплачивается законных дивидендов государству вот этим вот холдингам Самрұқ-Казына. Триллион тенге. Мы сейчас ищем там деньги, вот в этот фонд Казахстан халқына у нас цель провозглашена 150 миллиардов собрать. Так вот у нас триллион тенге ежегодно не попадает законных дивидендов от Самрұқ-Казына государству. Из-за чего? Из-за того, что правительство не может управлять вот этими национальными компаниями, естественными монополиями. А то, что вы там сократили с 200 до 100, это вопрос. Почему? Потому что существует закон Парето. Чиновники размножаются в геометрической прогрессии. Через год будет не 200, а 300 человек у вас работать. Мы это проходили, знаем. Эти все сокращения, это, знаете, это, честно говоря, лапша на уши. Нужно функцию убирать у вас. Функцию нужно убирать, а не количество людей. Вот когда этого холдинга не станет, тогда станет видно, что нам-то как государству нужны только естественные монополии, нацкомпании и все. А вот этот вот кильдым, там вот эти вот сотни, тысячи компаний, они никому не нужны. Сегодня в посте Саткалиев написал, что государство, видишь ли, кредитует экономику. Так вот в том-то и дело, что государство не должно быть банкиром. Государство не должно кредитовать экономику. Только Национальный банк должен кредитовать банки второго уровня. Все. Государство не должно кредитовать экономику. Вон, идите посмотрите, в Штатах есть банк развития, как у нас. А у нас всегда, если государство будет кредитовать экономику, у нас всегда будет кривые кредиты, например, как вот Тимуру Кулебаеву, как оказалось, дали 110 миллиардов на организацию вот этих торгово-распределительных центров для овощей. Это всегда будет, потому что госбанки или госкомпании, они всегда будут подвержены политическим решениям. Они никогда не будут исходить из рыночных аргументов при принятии решений, бизнес-решений. Они будут исходить из политических соображений. Потому что государственные предприятия, они не настроены на прибыль, они настроены на воровство. Это не только у нас, это по всему миру. Вот почему я говорю, что если мы Самрұқ-Казыну не упраздним как функцию, как лишнюю прокладку между правительством и национальными компаниями, естественными монополиями, у нас экономика не разовьется. У нас рабочие места новые, производительные, не создадутся. У нас безработица тогда не упадет. И народ наш, халқымыз, да, осындай кедейшілікте өмір сүре береді. Үйсіз қиналып жүріп. Вот почему я настаиваю, что Самрұқ-Казына, она должна быть упразднена как функция. Холдинг я имею в виду. Если хотите, пожалуйста, уважаемый Алмасадам Саткалиев, у меня к вам никаких личных претензий нет. Вы, наверное, я допускаю, хороший человек, хороший семьянин, хороший отец, хороший брат и так далее. Дело не в вас лично абсолютно. Даже меня туда сейчас поставь, это предприятие будет нести вред для экономики. Дело не в личностях, дело в функции. Вот, поэтому это предприятие должно быть упразднено. И я прошу вас, не стойте на пути экономического возрождения страны. Не ставьте личные свои интересы выше, чем интересы страны. То, что я говорю, все это подтверждено практикой. Потому что проверкой любой теории, любого утверждения является сама практика, сама жизнь. Так вот, то, что я говорю, это уже подтверждено практикой. Самрұқ-Казына – это жирная, неповоротливая свинья, которая не дает нам развиваться. Она на дороге у нас лежит, пройти не дает. В свое время, в 2008 году, или когда там это предприятие было создано Масимовым и Келимбетовым,
И Секешев помогал тоже в принятии этого решения. И вот к чему это привело. Фиры, гиры, биры вот эти сначала побаловались, потом создали еще большего монстра, который вообще съел всю экономику. Вот и с тех пор мы просто проедаем наш национальный фонд, наши природные богатства. Хотя экономика должна работать. А чтобы заработать, уберите вот этот государственный сектор огромный из экономики. Дайте дорогу частному бизнесу. И тогда мы будем развиваться. Спасибо за внимание.